федерального округа юношеской футбольной лиги. Сегодня в Якутске местная Арктика на своем поле принимает футбольный клуб «Океан» из Находки. Предлагаем вашему вниманию состав играющих команд. Подробнее мы, конечно же, еще обратимся к составам. Ну, как я уже сказал, сегодня Арктика в рамках своей последней домашней игры в текущем сезоне принимает «Океан». Сразу стоит обратиться к турнирной таблице, к положению дел текущего сезона. Арктика даже в случае успеха останется на 9-й строке. Но теоретически, если брать во внимание то, что у нас еще 2 игры остается, Арктика, в принципе, при потере баллов как раз-таки «Океана» может забраться на 8-ю позицию. Сейчас команда идет на 9-й строке, имея в активе 8 баллов после 16 игр. Конечно же, задача очень тяжелая, маловероятно даже можно сказать. А что же касается «Океана», то «Океан» идет строчкой выше на 8-й позиции, имея в активе 13 баллов. «Океан», конечно же, мне кажется, более мотивированным выйдет на эту встречу, так как у «Океана» есть цель догнать «Вулкан», который идет на 7-й строке с одинаковым количеством баллов. Ну что ж, я предлагаю сейчас обратиться к составам играющих команд, и начнем с гостей. Футбольный клуб «Океан» из Находки. Сегодня место в воротах займет Олег Плотников, выступающий под номером 1. 7-й номер Владислав Негреба, выступающий под 7-м номером. 4-й Кирилл Лошкарев. 10-й Данил Атиков. 23-й Никита Столбов. 14-й Владимир Пак. 17-й Давид Германович. 9-й Платон Бежских. 5-й Артем Богатырев. 25-й Артур Шахин. И 18-й номер Роман Семячкин. Главный тренер команды Александр Донцов. Вот так выглядит стартовый состав футбольного клуба «Океан». Ну и команда хозяев поля, футбольный клуб «Арктика», город Якутск. Вратарь 30-й номер Александр Лазарев. 7-й номер Никита Угай, капитан команды. 12-й Вячеслав Черкашин. 19-й Ярослав Волошин. 22-й Алексей Захаров. 15-й Артем Турляков. 20-й Айтал Филиппов. 2-й Илья Левашкин. 17-й Никита Гамзяков. 11-й номер Тимур Сивцев. И под 5-м номером сегодня на поле выйдет Константин Ковалев. Главный тренер команды Прокопий Федоров. Что касается судей. Судьи кто? Данную встречу сегодня обслужит бригада во главе с Владиславом Филатовым из Иркутска. Ему помогают линейные Никита Зубарев и Тимур Тимофеев, представляющие республику Саха-Якутия. Как мы видим, футболисты появляются на поле. И сразу стоит отметить, что по телевизионной картинке справа сейчас у нас хозяева. Ну а сейчас, прямо сейчас мы видим гостей. Они будут играть в темно-синих таких футболках и шортах. Ну и, соответственно, хозяева выступают в белой форме. Представил я составы играющих команд, озвучил состав судейской бригады. Представлюсь и я. Специально для вас у микрофона работает Власий Сергеев. Мы находимся в Якутске на стадионе Туймада, на главной спортивной арене Республики Саха-Якутия. Стадион красавец с трибунами, которые могут вместить 12 тысяч зрителей. Все готово для начала данной встречи. Напомню, что у команд осталось по одной игре. У нас, если обратиться к лидерам, у нас Экс-Шор возглавляет таблицу, имея в активе 42 пункта. С таким же количеством баллов на второй строке идет Благовещенск. Тройку лидеров замыкает Экс-Шор номер 2, у которой, 39 пунктов. Интересная гонка, конечно же, у нас идет за медали. Ну, это, конечно, лидер. А сейчас мы будем смотреть матч клубов, которые располагаются в зоне аутсайдеров. Но видим, как заряжены ребята. Это подопечные Прокопия Федорова. Не менее заряжены, конечно же, и подопечные Александра Донцова. Все готово для начала данной встречи. Номер 7 кстати, Владислав, капитан команды. Арктика Лошкарев Кирилл проводит вторую домашнюю игру подряд. В прошлое воскресенье якутяне тут же на стадионе Туймада принимали Локомотив из Уссурийска и потерпели крупное поражение
пропустив 10 мячей. Номер 9 Ну, гол Бежецкий престижа, Платон. конечно, якутяне соорудили, Номер но 10-1 это, 5 конечно же, Богатырев Артем. пощечина Номер очень такая 25 приличная. Шахин Посмотрим, Артур. как команда Номер среагирует на это 18 поражение и что Синячкин сможет Роман. предложить сопернику. Что касается Океана, Океан Главный в прошлом тренер туре команды дома Донцов пропустил Александр 4 Александрович. мяча от СШОР номер 2. Итак, дается стартовый свисток. Владислав Филатов обслуживает, кстати, Команда вторую подряд Артика, домашнюю встречу город якутян. Якутск. Интересно, вот неделю он пожил в Бело. Якутске или же все-таки вот Номер 30 перемещался Лазарев Александр, по вратарь. Дальнему Востоку. 7 Но посмотрим, Угай Владислав Никита, Филатов капитан дает команды. стартовый свисток. И Номер мы видим, как 12 гости Черкашин Вячеслав. очень аккуратно начинают Номер встречу. Вот, 19 Волошин прижавшись Ярослав. к своим воротам, Номер перекатывают аккуратно 22 мяч. Захаров Алексей. Номер 15 Вот тут, Турляков Артем. Номер 20 свободная зона Кирилл была Файтал. На левом Номер фланге 2 Левашкин Илья. обороны, но тут прессинг Номер 17 и Гамзяков звучит Никита. свисток. Номер 11 Сивцев Тимур. Номер 5 Ковалев Константин. Тренер команды Федоров. Но я уверен, Прокопий что Владимирович. Прокопий Федоров и его коллеги по тренерскому штабу, конечно же, настроили, да, ребят. Я говорю про якутян, потому что Матч обслуживает судейская всего лишь 2 бригада победы в составе. Арктика Главный одержала судья в этом сезоне. Иванов Владислав, город И 2 Иркутск. победы были одержаны над Ассистент Белогорцем, судьи. который сейчас замыкает турнирную таблицу. И, конечно же, хотелось бы Тимофеев в Тимур, рамках город последней Иркутск. домашней встречи в текущем сезоне порадовать болельщиков победой, третьей победой. Помимо этого, у подопечных Прокопия Федорова 2 Инспектор ничьи, матча ну и, к сожалению, 12 Виктор поражений. Иванович, город Комсомольск-на-Амуре. В этом плане у Океана дела идут получше. 4 победы, 1 ничья при 11 поражениях у гостей из Находки. А вот в пользу Океана, ну, достаточно спокойно у нас начинается игра, так как якутяне имеют цель, ну, реабилитироваться, да, за вот такую вот длиннющую безвыигрышную серию. Что касается гостей, то они, конечно же, все еще вот реально решают свои турнирные дела. Турнирное положение могут они улучшить, но действительно все-таки обе команды имеют мотивацию. Мячом завладели гости. Перевод по подаче по левому флангу. Тут у нас Семячкин с Левашкиным в борьбу вступил, и будет удар от ворот. Не согласен с этим решением судей игрок Находки из Находки, но, как мы знаем, судьям виднее. Начинает свою атаку хозяева поля. Ну и потихоньку наш турнир первенства подходит к своему завершению. Дебютный розыгрыш Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Вот среди футболистов, игроков вот, до 16 лет. Мы знаем то, что хорошо себя проявил этот турнир в возрасте до 18 лет. Отличный проект, который себя, безусловно, оправдал. И вот игроки, которые, мы говорим про ЮФЛ 18, там у нас футболисты выходят на... Ну, этот турнир стал трамплином для многих ребят, в том числе для Артема Соколова, который у нас, ну, является гордостью, да, вот якутского футбола. Сейчас парень выступает за подмосковные Химки. Никита Угай сейчас будет разгонять атаку своей команды. С Сивцевым они сыграли вот такую вот стеночку. Неплохо сейчас. Вот разворачивается атака якутян. Угай хорошую передачу делает. И сейчас вратарь будет первым на мяче. Ну, даже удивили, можно сказать, якутяне. Хорошую атаку провели, действительно. Ну, как-то раскованнее, мне кажется, выглядят подопечные Прокопия Федорова вот на эту игру. Действительно, стоит пробовать, если может получиться. Ну так, если продолжая разговор, да, Артеме Соколове. Сейчас он выступает в российской премьер-лиге в составе Химок. 18-летний парнишка, который вот играл в ЮФЛ до 18 лет в составе Чертанова, стал победителем этого первенства. Получил право сыграть в Лиге чемпионов.
Но, увы, этот турнир из-за пандемии коронавирусной инфекции был отменен. Артем Соколов также регулярно вызывается в юношескую сборную России. Ну, как мне память, если мне память не изменяет, ну, порядка 20 с чем-то матчей он уже провел, и результативные действия есть. В прошлом туре, позапрошлом туре Артем оформил первое результативное действие в рамках РПЛ. Голевую передачу он сделал. Ну а накануне Химки со счетом 0-0 сыграли с Локомотивом. Артемка вышел на 60-й минуте, отметился горчичником, но результативных действий, к сожалению, нет. Ну вот я говорю о том, что действительно подобные турниры, да, они становятся трамплином для ребят. И, конечно же, вот при условии того, что вот большее внимание уделяется к этим соревнованиям в плане вот информационной поддержки, да, вот как раз таки наши трансляции, активно ведутся социальные сети на всех платформах. И, конечно же, это еще и увеличивает шансы ребятам в том плане, то, что селекционеры, вот специалисты могут наблюдать за ростом тех или иных футболистов. 6 минут команды уже отыграли, и сейчас мячом завладели гости. Сейчас перевод у нас на правый фланг. И сейчас Океан попробует организовать свою атаку. Борьба, по итогам которой были нарушены правила. Артур Шахин оказался на газоне. И будет стандартное положение. Ну да, конечно, без всяких споров. Никита Гамзяков оказался неправ. Срубил своего соперника. Подача в штрафную якутян. Мяч перелетает всех. Тут надо, конечно, сохранить мяч в поле. Даниил Атиков, казалось бы, уже потерял мяч, но все-таки игровой снаряд остался у гостей. И затем вот у нас вновь звучит свисток. По-настоящему опасных моментов у нас все еще нет. Я напоминаю, что сейчас мы наблюдаем за игрой коллективов, которые сейчас идут на дне турнирной таблицы юношеской дальневосточной футбольной лиги. Передача вперед безадресная получилась, но тут, конечно, да, правила нарушал Алексей Захаров. С выставленным локтем он атаковал соперника, который вот пытался играть головой. Опасная игра, конечно же. И вновь футболист Океана спокойненько начинает вот раскатывать мяч. Вот сейчас, конечно, вынудили, да, вот поспешить. И мы видим то, что неплохо может сейчас получиться. Атака вновь правым флангом развивается у Океана. Высоченная подача в штрафную. Дойдет ли дело до удара? Смотрим. Но тут на подборе первым, конечно же, окажется защитник якутян. Темп у нас на более быстрых скоростях начинают играть команды. Спокойненько начинали. Ну и, конечно, моментами вот игра взрывается. Вот сейчас Никита Угай делал передачу на Черкашина Вячеслава, но защитники Океана оказались на месте. Вернее, они вовремя, своевременно вернулись на свои позиции и спокойненько вот эту вот задумку прочитали и угрозу отвели. Много у нас сегодня футболисты играют на вынос. Что касается погоды, да, мы знаем то, что Якутия у нас является регионом с уникальными просто погодными условиями. Очень длинная, очень холодная у нас продолжительная зима. Зима начинается раньше, чем в других регионах, и зима по-настоящему суровая. Но сегодня, как мы можем заметить, да, по телевизионной картинке, благодаря нашей трансляции, погода очень даже комфортная для игры в футбол. Плюс 5 градусов. До матча, правда, было солнца не было и было облачно. Но первый удар в створ футболистов Арктики. Это, конечно, было не опасно. Ну вот, даже ветра нет. В прошлой домашняя игра, конечно, там было прохладно. Но сегодня погодные условия хороши. Тимур Сивцев мог успевать
на эту передачу, но немножко вот то ли передача не в темп, то ли сам Тимур начал движение не вовремя, а могло получиться очень и очень опасно. Фиксируется положение вне игры. Никита Зубарев, линейный в этой встрече, сразу заметил. И флажок, конечно же, сразу просигнализировал для главного арбитра. Вновь в атаке находится Океан. Это Данил Атиков. Очень... нет же, это был Роман Семячкин. Очень такой мобильный, да, игрок? Очень легко двигается, да? В первом тайме сыграно 10 минут. На Счет носочках 0:0. постоянно находится этот игрок. И сегодня, конечно, на левом фланге он проблемы доставит. Неправильный вброс мяча, и сейчас мяч переходит к футболистам Арктики. Но тут, конечно, не дадут, да, так просто выбраться из своей половины поля. Внимателен был Давид Германович, выбив мяч за пределы поля. Так, очень интересный эпизод. Ну что, неужели тут... Да, все-таки руками, да. Вот, не успел я разглядеть, кто-то из якутян вот подумал, что мяч уже покинул пределы игрового поля, вот сыграл руками, в итоге вот на ровном месте привез стандартное положение. Ну, смотрим. Подает Германович, это удар. Семячкин, прошу прощения, решил, да, проверить вот Александра Лазарева. Попробовал застать врасплох, пробив в дальний, извиняюсь, в ближний, конечно же, угол. Но удар получился не самым сильным, чтобы вот действительно удивить, да, всех. Лазарев спокойно этот удар прочитал. Много мяч находится в воздухе. И атака якутян захлебнулась. И сейчас вновь мячом владеют футболисты из Находки. Хорошая передача вперед, казалось бы. Но теперь игровой снаряд у якутян. Тимур Сивцев бежит вперед. В подкате хорошо стелится Владимир Пак. Звучит свисток. И, как я понимаю, да, мяч сейчас разыграют футболисты Океана. «13 минут футболисты провели. И каких-то таких по-настоящему, да, опасных моментов мы все еще не видели. Владимир Пак развернулся и передачу неправильно сделал. Ну, видим, да, то, что невооруженным взглядом можно сразу заметить то, что Пак очень хорошо работает с мячом. Такой компактный юноша. Но вот с мячом как работает, в свою очередь, Роман Семячкин. Как здорово ушел от ряда игроков Арктики. И опасный штрафной для своей команды заработал. Еще раз смотрим. Вот уходит. Тут сначала Гамзяков цеплялся. Затем его партнер тоже добавил. И в итоге нарушение правил. И, в принципе, отсюда это пробить можно. Как я понимаю, сейчас Владислав Негреба будет пробивать. И, судя по стойке, его рабочей правой ногой сейчас попробует пробить. А рядом с ним также Данил Атиков. Вот два штатных исполнителя стандартных положений. Смотрим. Удар Негребы. Но тут скорее не склоняется, да, фамилия. Удар Негреба. Мяч летит выше ворот. Интересно, что Арктика проводит домашнюю встречу вот в выездной форме. Но тут Владимир Пак пока вот взглядом искал своих
партнеров по команде, да, и возможности, как же еще продолжить эту атаку. В итоге мяч пропустил. Никита Угай хорошо отборолся за этот мяч, и быструю атаку тут провести не получится. Вторым темпом будет действовать Арктика. Ну и, конечно, вот когда завершился первый круг, да, вот Прокопий Федоров, конечно, сказал то, что да, команда неудачно выступила в первом круге и выразил надежду на то, что коллектив проявит себя во втором круге, так как уже все соперники изучены. Но мы знаем то, что соперников изучили не только якутяне, но и другие команды, конечно, тоже. Но в итоге, да, якутяне неудачно выступили в этом сезоне. Но вот сейчас опасная атака. Смотрим, выход 1 на 1, и можно открыть счет. Роман Семячкин вновь. Вот как здорово, да, все-таки тащит мяч. 18-й номер из Океана. Ну и в этой ситуации тоже защитники Арктики с ним не смогли, да, справиться. И довел Семячкин эту атаку до удара. Правда, сам удар получился неточным, но вот по-настоящему опасный момент организовали гости. Долго-долго тут мяч Алексей Захаров держит. В итоге мяч-то сохранили. Тимур Сивцев сейчас разбегается по правому флангу. По центру у нас идет Никита Угай. Также есть поддержка. Ну что в итоге? Аут в пользу якутян. Тут сразу же, конечно, капитан, да, Арктики несколько в такой жесткой форме обратился к Тимуру. Мол, я забегал. Ну, Никита, видимо, призвал, да, своего товарища по команде действовать как-то расторопнее. Но сейчас посмотрим, что придумают ребята в этом моменте. Ну, можно пробить мимо мяча. Пролетает Артем Турляков. И сейчас посмотрим ответ гостей. Один-одинешенько сейчас. Негреба тут забегал по центру. Гости пока вот разворачивались, этот момент упустили. Захаров отправляет мяч вперед. Но тут как бы Вячеслав Черкашин хотел мяч все-таки быстрее человека движется. И посмотрим, что сейчас предложат якутяне в этой атаке. Потеря мяча. И сразу отправляется вновь вперед Роман Семячкин. Мы уже сколько раз видели, да? Ну, вот один Семячкин, это уже, мне кажется, если не ошибаюсь, уже третий по счету фол. Красная карточка. Ух ты, дорогие друзья. И, как я понимаю, удаляют Илью Левашкина. Да, ну тут, конечно, мы должны обратиться к видеоповтору. Ну, вот как раз говорил, да, о том, что Роман Семячкин сколько уже фолов на себе собрал. Отдал передачу назад и сразу побежал по правому флангу. Мяч сразу же получил. Ну и смотрим, что у нас тут. Ну, безусловно, это нарушение правил, но красная или карточка, я извиняюсь, это все-таки был не Левашкин. Это Никита Гамзяков у нас отправляется на скамейку. Да. Владислав Филатов такое решение принял. Ну, тут, с одной стороны, знаете, это не фол последней надежды. Ну, смотрим. Если еще со штрафного сейчас забьют, то это будет вдвойне обидно. Ну, давайте попробуем разобраться, да, с этим моментом. Безусловно, Роман Семячкин выбегал на ударную позицию. Но тут в динамике, конечно, могло показаться, что он прям выходит 1 на 1. Но, в принципе, по центру-то защитники тоже бежали. И не забываем о том, что вратарь все-таки у нас был на своем месте. И я это не могу расценить как фол последней надежды. И какой-то прям такой прям жестокости в его действиях. Но тут опасный момент у Океана, и отбиваются якутяне. И прям такой жестокости тоже в этом эпизоде не заметил. Но я думаю, конечно, этот момент будет разобран. Тимур Сивцев сейчас, ну, при всем желании не мог успевать на этот мяч. К этому мячу первым Никита Столбов спокойненько отыгрывает на Олега Плотникова. Тот, в свою очередь, возвращает мяч. Владимир Пак. Здорово все-таки мяч перекатывают гости.
Ну, безусловно, я думаю, этот момент будут разбирать. Будут разбирать, потому что на 18-й минуте, да, вот, ну, неоднозначное такое решение, и якутяне остаются в меньшинстве. Но сейчас интересно, как будет реагировать на это Прокопий Федоров. Что-то будет менять. Но пока, я вижу, замен нету. И не готовится. Передача вперед адресовалась, конечно же, Никите Угаю, но гость действует внимательно. Интересная реакция не только Прокопия Федорова, но и, конечно же, всей команды, потому что, ну, обескураживающее такое начало. Не говорю то, что это как-то сломает ребят. Конечно, Арктика пытается что-либо сделать. Океан по итогам этих 20 минут смотрится предпочтительнее. Лучше они работают с мячом, да и атаки как-то у них получаются опаснее. Но все же удаление очень интересное все-таки. Ну и важно сейчас сохранять спокойствие, вот, не начинать, да, вот, рубить соперников, разрушать игру. Хотелось бы, чтобы команда, конечно, я говорю про якутян, вот, продолжала играть в футбол, предлагать В первом тайме сыграно 20 минут. свою игру, Счет 0-0. пытаться навязать ее. Ну а пока мячом владеют футболисты из Находки. Арктика низким блоком встречает. Вот сейчас Угай будет хорошо. В прессинг он вступил. И дальше идет Никита. Сейчас нужно, конечно же, что-либо делать. Никита Угай! Мимо ворот. Ну, сам все сделал, да? Капитан Арктики. Как взорвался. Никита вступил в прессинг. Мяч этот выгрыз для себя. Потом еще и защитника обыграл. Катнул мяч мимо вратаря. Все просто замечательно сделал. Но вот помимо... Не получилось, да, вот взятие ворот организовать. Вот говорят же, чтобы забить гол, надо промахнуться по вратарю, да? Помимо этого надо еще попасть в ворота. Что не получилось у капитана в этом эпизоде. Ну, здорово, сейчас этот момент, я думаю, как-то взбодрит ребят. Ну, кстати, сегодня высоко играет Никита Угай, как в первых играх сезона. Вновь он вперед сейчас забежал, но мяч был потерян. Но тут Константин Ковалев провожает мяч до стража ворот своей команды. Александр Лазарев, основной вратарь якутян. Лихорадили, да, у нас голкиперы Арктики в первом круге. И Владимир, извиняюсь, Прокопий Федоров, конечно же, отмечал то, что проблемная позиция это в его команде. Но Александр Лазарев, в принципе... А тут положение вне игры, конечно же, и Негреба после свистка, и Лазарев даже с офсайдом, да, доигрывает этот эпизод. И мяч своей рукой переводит игровой снаряд над перекладиной. Но тут, конечно, да, сразу было видно, что это офсайд, причем такой приличный. Ну и Лазарев, Негреба тоже действовал здорово, все делал правильно, но и Лазарев тоже оказался на высоте. Так, что у нас тут? Остановка игры, она связана с заменой, как я понимаю. Да, все верно. На поле сейчас появится Артем Гарин. И заменяет он мне показалось, что Платон Бежецких, да, подбежал к кромке. Но Никита Зубарев сейчас
один из линейных этой встречи. Ну, с чем связана эта заминка, как понять не могу. А нет, поле покидает. Ну да, все верно, да. Платон Бежецких. Город Находка, произошла замена. Поле покидает. За игрока под номером 5 Богатырева Артема в игру вступил номер 8 Гарин Артем. Очень активно начинают футболисты бороться. 26-я минута у нас уже идет. Я напомню, что на соревнованиях, да, в этом возрасте у нас тайм длится 40 минут вместо 45 привычных для взрослого футбола. Тут мы играем 40 минут. Борьба в воздухе. И сейчас Негреба с мячом. Кажется, пытался он сделать передачу на Романа Семячкина, но это ему сделать не удалось. Ну что Негреба, что Семячкин, да, очень хорошую встречу проводят оба футболиста из океана. Отбиваются якутяне на вынос от греха подальше. Мяч отправляется в зону гостей. Ну что, Никита вновь вступит в прессинг. На самя голову тоже бежать не совсем целесообразно. Напрягать соперника надо с умом, да? Мы видим, что Никита в этом плане обладает определенными знаниями. То есть не просто так он прессингует. Ну что мы можем сказать по итогам 26 минувших минут? Обе команды обменялись, да, вот парочкой вот опасных моментов. И сейчас очередной момент могут организовать футболисты из Находки. Это вновь Семячкин. Сколько он сегодня вот потрепал, да, нервы защитникам якутян. Что, бить будет? Казалось, что мяч попал в руку, подстраховывает защитник своего вратаря. Но тут Лазарев, конечно, не успеет. Да, Константин Ковалев все правильно делал. Если, конечно же, Лазарев не давал команду, что он будет играть в этом эпизоде. Но Константин Ковалев перестраховался и все-таки этот мяч заблокировал. Артем Бежецких. Платон Бежецких сейчас выполнял эту передачу. Подача с углового. И сейчас Лазарев быстро вводит мяч в игру. Захаров с мячом. Ну, есть у 22 номера, да, все-таки привычка передерживать игровой снаряд. Любит повозиться с мячом. Константин Ковалев вводит мяч в игру. Сивцев обратно на Ковалева. Подача в штрафную. В воздухе оказались расторопнее гости. И сейчас атака футболистов из Находки. Негреба делает хорошую передачу на Семячкина. Семячкин. И вновь на газоне оказался Семячкин. Но на сей раз свисток судьи не прозвучал. Здорово тут действует Черкашин. Задумка-то хорошая, но сохранить мяч в этом эпизоде не удалось. Негреба будет бороться в воздухе. Захаров. Ну тут да. Так, ну тут Захарову, конечно, надо успокоиться. Алексей Захаров тут на эмоциях полез на своего соперника, да. Толкнул его, но желтую карточку получает. Ну, игра в корпус, да. Интересный, да, вот Артем Гарин. Тут, конечно, толкнул. Сигнализирует, да, призывает Артем Гарин
наградить также и Захарова за неспортивное поведение. Но Владислав Филатов Предупреждение в команде «Океан», город Находка. опросил на получил сей раз номер 8. такое вот поведение Алексея Захарова. Гагарин Ну, Артем. Захарову, конечно, надо держать себя в руках. Но тут, да, конечно, это неудобная передача верхом. Думаю, можно было и низом сыграть. Сивцев даже не стал до конца бежать, потому что мяч действительно уходил. А в аут это было заметно. Колоссальное преимущество во владении мячом. 75-20. 75-25. Преимущество у гостей. Но это видно. Арктика преимущественно находится на своей половине поля. И вот при возможности, да, только пытается выйти. И часто бывает такое, то, что впереди один Никита Угай. Но эту роль и другие исполняли. Обычно у нас вот Сивцев, да, вот на позиции такого ярко выраженного нападающего. Турляков. Нет, не Турляков, Сивцев обычно, да, но сегодня это Угай эту роль выполняет. В первом тайме сыграно 30 минут, счет 0-0. Подача не в штрафную, в опорную зону получилась. И сейчас вот Сивцев оглядывается, ищет варианты. И все-таки он делает пас на Ковалева, который отправляет мяч вперед на Угая. Но капитану якутян совладать с мячом не получилось. Ковалев вновь с мячом. Вот хорошую сейчас передачу он сделал, обостряющую, да, призывающую своих сокомандников идти вперед. Но Артем Турляков тут не смог развить эту атаку. Левашкин. Сивцев. Оглядывается Сивцев. Левашкин. Отскочил мяч вновь к Левашкину. Ох, что тут задумал, да, Тимур Сивцев. Вот несколько минутами ранее такой же вот предложил и Вячеслав Черкашин. Ну, как мы видим в обоих эпизодах, то действие не приносит пользы команде. Красиво, тонко, да, но, как мы знаем, где тонко, там и рвется. Негреба делает вот передачу на Семячкина. Неточная передача, и отбиваются гости. И не то, что отбиваются, сейчас и предложат свою атаку. Ну, порядка, да, 7 минут остается играть в первом тайме. Это, я говорю про основное время. И, безусловно, Владислав Филатов, конечно же, добавит парочку минут, то уж точно. Остановки были. Хорошая передача на Негребу. Тут первый Лазарев выходит. Блестяще играет страж ворот якутян. Так, ну тут что он дальше задумал-то? Хотел вернуться в штрафную мяч взять. Но продолжается атака Океана. Пытается выйти якутяне из своей половины поля. Сейчас Черкашин будет бороться. Ну, опаснейший момент, да, придумали футболисты Океана. Лазарев, конечно же, блестяще, да, прочитал намерения своих соперников. Своевременно покинул свои владения. Но потом вот начал, да, танцевать возле мяча. Задумка, как я понимаю, заключалась в том, чтобы вернуться в штрафную и мяч в руки взять. Так. Нарушение правил рядом с штрафной якутян. И как бы тут Алексей Захаров не протестовал, конечно, тут уже никак не повлияешь, да, на решение арбитра. Ну и
Интересно, решатся ли пробить отсюда. Думаю, скорее будет подача. Но, в принципе, почему нет? Можно и пробить. Смотрим. Разыгрывают. Это стандартное положение гости. Угловой будет. Были уверены якутяне в том, что от соперника мяч ушел. Но судьи прекрасно все видели и в этом эпизоде очень быстро разобрались. Роман Семячкин будет подавать. Шесть футболистов Океана штрафной якутян. Смотрим. Хорошая подача. До удара дело доходит. И еще удар. Последним пробивал Данил Атиков. Ну, первый он скорее был не удар, а скидка, да? В динамике мне так показалось. Давайте посмотрим в замедленном действии. Но это уже эпизод, когда вот Данил Атиков пробивал. Но по ударам в створ у нас ничья 1-1. И оба удара не представляли, да? Такой серьезной опасности, как я помню, что у Арктики, что у Океана. С дальней дистанции были совершены. Илья Левашкин включился активно в этом эпизоде. И мяч отработал, да, до конца. Игровой момент. Владислав Негреба на ваших телеэкранах. Капитан. И сейчас Никита Угай делает передачу на Захарова. Сразу ускоряется. Никита идет вперед. Захаров какое решение примет? Он отправляет Тимура Сивцева на забег по правому флангу. Но 11 номер отыгрывает обратно на Захарова. Никита Угай получает мяч на подступах штрафной. Ищет варианты продолжения этой атаки. Но тут Ковалев не успеет. Но тем не менее мяч остается у Арктики. Левашкин включает катапульту и отправляет мяч в опорную зону соперников. Включилась Арктика. Ну, конечно, да, когда гости, когда соперник, да, очень много владеет мячом, это, конечно, может, наверное, раздражать, да, и вот я не говорю, конечно, про конкретную агрессию, я говорю про именно спортивную агрессию. Вот как раз-таки за счет этой агрессии, мне кажется, вот футболисты Арктики взрываются, да, вот эпизодически и пытаются вот как-то такой экспрессивный, что ли, вот забег в сторону ворот соперника пытаются устроить. Но пока положительного результата нет. Но по нулям все еще, по нулям. Гости владеют мячом больше, гости создали больше опасных моментов, но по-прежнему на табло стадиона Туймада горят нули. Я напомню, что якутяне, да, хозяева поля, играют в меньшинстве. В первой половине первого тайма у нас Никита Гамзяков был удален. Очень, кстати, неоднозначный момент. Семячкин в итоге, да, вот очередного забега, вот Роман Семячкин, Никита Гамзяков правила нарушил. Но тут Владислав Филатов, главный арбитр встречи, решил удалить игрока якутян. Хотя там, конечно же, фола последней надежды, конечно же, не было. Но тут, да, хорошо, кстати, разобрался Владислав Филатов. Было нарушение правил, и футболисты Арктики решили, да, вот идти вперед, но мяч был потерян, и Никита Зубарев ему сразу просигнализировал то, что было нарушение правил. Владислав Филатов отреагировал на это, и игру остановил. Подача в штрафную, смотрим, и на выходе, что у нас тут получится? Мяч практически чуть ли не в ворота, да, залетел. А угловой будет. Все-таки, да, коснулись мяча футболисты Океана.
Ну тут да, если бы мяч залетел тогда в ворота, то даже если это у нас назначен был свободный удар, то, конечно же, этот мяч был бы засчитан. Подача с углового, давайте смотреть. Высокая такая подача. Что у нас будет? Борьба в воздухе и, как я понимаю, фол в атаке. Но тут что тут? На газоне у нас Данилатиков. По лицу, что ли, досталось? Ну да, видим то, что держится за челюсть. Ну тут со своим же, мне кажется, столкнулся Атиков. Так, у нас основное время закончилось, и уже у нас дополнительное время. Вот сколько же добавил Владислав Филатов, у нас еще не было озвучено. Но я вижу то, что резервный арбитр, он готовится, да, выйти с табличкой. Интересно, сколько добавит. Добавил, вернее, я думаю, решение уже принято. Так, то тут уже, конечно, начинает жестко играть. Это у нас Артем Турляков срубил своего соперника. Но с комментаторской позиции, да, я могу заметить то, что у резервного арбитра табличка, и там однерка горит. По всей видимости, только минуты решил добавить Владислав Филатов. Ну и тем более, вот эту минуту уже отыграли. А команда, и сейчас, думаю, будет это последняя атака. Подача в штрафную. В принципе, неплохо. Забегал на эту позицию футболист Океана Кирилл Лошкарев, если быть конкретнее. И после завершения этого эпизода Владислав Филатов дает свисток на перерыв. Команды в первом тайме не забивали. Футболист отправляется отдыхать. Отдохнем и мы с вами. Увидимся во втором тайме. Между командами Океан, город Находка, и Арктика, город Якутск. Счет после первой половины 0-0. Ничья.
get saved. I ain't gon' save her, tryna get saved. She wanna get saved. I ain't gon' save her. Take you back. Законами качели сетки банды, души, совести. Загребая в карманы, вагоны голимой дублисти. Бомбы ревели, не доверяй, там были такие лагеря. Патронами солдат раздавал, не до слез и материал. Из дремучий мир человека каждого молю. Береги мой дом, береги мой рай, не руби мой лес, не вари. Рю я да-да, Дамблдор заколдовал, добром тебя в дыму думал, копал, да постепенно я погибал. Под названием ла-ла-ла-ла-ла. И это лишь ты, мой брат. И не надо нам, она повторе. Летала лира за новое завтра. Ты подарила мне знакомый запах. Лучше зарядить коробок, чем обойму. Не гадай на картах. Ящик черный нам покажет то, что все так и должно быть. Просто выкинь его нахер и не верь. Вот теперь лови. Вот теперь, вот теперь, вот теперь, вот теперь. Лови момент, это скорость, но делай понимай. Вот теперь, вот теперь, вот теперь, вот теперь. Душистый солджа над своим цветком натопил район панда. Дважды папа, пугать не надо, только добро. То, что придумали, уже поем. Стрикас, туманы мияги, братцы. Ни разу не злые фацы, не передавай по рации. В этом танце, давай уравняем шансы. Можете наваливать против троих фраз. Дорогие друзья, мы продолжаем прямую трансляцию со стадиона Туимада, где местная Арктика принимает Океан из Находки. Это матч 17-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Предпоследний тур и последняя домашняя игра для подопечных Прокопия Федорова. Футболисты из Находки выступают в темно-синей форме, соответственно, в белых футболках и шортах выступают гости, хозяева поля, конечно же. Первый тайм у нас завершился без взятий ворот. Нулевая ничья была зафиксирована по итогам первых 40 минут. Из событий, да, мы можем, конечно же, отметить удаление Никиты Гамзякова в первой половине первого тайма. Очень неоднозначное решение Владислава Филатова, главного арбитра данной встречи из Иркутска. И данное решение, конечно же, я думаю, по итогам встречи будет не раз просмотрено. Если вспоминать, да, этот эпизод, то Роман Семячкин, 18-й номер «Океана», в очередной раз выбегал очень опасно на ударную позицию. В свою очередь Никита Гамзяков, футболист Арктики, нарушил на нем правила. И Филатов как-то вот сразу принял решение и показал красную карточку якутянину. Но тут, конечно же,
как он трактовал этот эпизод, я не знаю, но потому что лично, по моему скромному мнению, там какой-то прям особой жестокости в действиях Никиты Гамзякова не было, да и фолом последней надежды это никак не назвать, так как Александр Лазарев, страж ворот якутян, был на своем месте. Ну, не наше это дело, конечно, это разберут этот эпизод, и Владислав Филатов отдает свисток на второй тайм. Начинает игру хозяева поля. Ну и давайте пробежимся по составам играющих команд в начале второго тайма. Ну, вот после этого эпизода сразу нарушение правил, конечно же, фиксируется. Цеплял ногой Владислава Негреба, защитник якутян. Это Алексей Захаров, не совсем защитник, но сейчас мы посмотрим этот эпизод еще раз замедленном действии. Ну, тут, да, позиционно, конечно, проиграл, и мало того, что и ногой цеплял, так еще и себе рукой помогал Захаров, и, конечно же, это, вне всякого сомнения, нарушение правил. Стандартное положение в начале второго тайма, давайте смотреть. Ну а почему не пробить? Опять разыгрывают, как и в конце, да, вот первого тайма. Хорошая подача, и это было очень близко. Близко. Ну и поворотом до удара это дело дошло. Команде «Океан» произведены И замены. пробивал Давид Германович. Вместо игрока Но под номером должным 8 образом по мячу 17-й номер Гарина Арктики не Артема. попал. в И игру вступил очередной угловой удар, который игрок третий под по счету номером для 11. гостей из находки. Нижников Подача с Валентин. углового. Давайте смотреть. И дело Вместо доходит игрока до под удара. Но номером 1 Плотникова Олега удар получился не в самым игру удачным. вступил номер Ну и, 99 Кильчанов Михаил. Еще один угловой будет. Значит, удар мог-то получиться, в принципе, опасным. Значит, защитник якутян все-таки помешал. Подача. Нарушение правил в атаке. Так, и замены у нас произошли в составе гостей. Тут нарушение правил тем временем, но все в порядке с Черкашиным. Он сможет продолжить встречу. Ну и к составам играющих команд. В первом тайме у нас место в воротах занимал Олег Плотников. Вместо него сейчас вышел Михаил Кильчанов. Также у нас на поле капитан команды, 7-й номер Владислав Негреба. Кирилл Лошкарев 4-й, Данил Атиков 10-й, Никита Столбов 23-й, Владимир Пак 14-й, 17-й Давид Германович, 9-й Платон Бежских, 5-й Артем Богатырев, 25-й Артур Шахин и 18-й номер Роман Семячкин. Также у нас на поле появился и Валентин Нижников. Нарушение правил и вновь достается Черкашину. Ну, в 2 эпизодах подряд, да? 12-й номер впоследствии действий гостей оказывается на газоне. Ну вот, вместо кого Михаил Кильчанов вышел, мы еще, конечно же, разберемся. Ну а пока мы смотрим, да, тут, конечно же, нарушал правила футболист «Океана». И стандартное положение. Левашкин готовится, как я понимаю, ну подавать. Смотрим. Мягкая такая подача, и в воздухе сильнее оказались гости. Пытаются якутяне прессинговать. Причем это получается успешно. Захаров, тут вновь нарушение правил. Ну, да, за левую ногу держится Захаров. Мне показалось, что вот сзади, да, наступили. Давайте посмотрим. Да, конечно. Было нарушение правил, и сейчас будет подача с этого стандартного положения. Айтал Филиппов у мяча. Предыдущую подачу, мы помним, исполнял Илья Левашкин. Но посмотрим, как с этой задачей справится Айтал Филиппов. Итак, ну, как-то не в ту сторону у нас. Мяч срезался. Тем не менее, игровой снаряд все еще у якутян. Сивцев на правом фланге. И в подкате Пак здорово действует. Так, ну и состав футбольного клуба «Арктика». Страж ворот Александр Лазарев, 30-й номер, 7-й Никита Угай, капитан команды, 12-й Вячеслав Черкашин.
19-й Ярослав Волошин, 22-й Алексей Захаров. Атака тем временем гостей. А тут первый Левашкин. Но мяч в поле сохранил, и передачу неточную выполнил, и продолжается атака гостей. И на выносе. На выносе играет Артем Турляков. Он выступает под 15 номером. 20-й Тал Филиппов, 2-й Илья Левашкин, 17-й Никита Гамзяков. Играл в первом тайме. Напоминаю, что он был удален. 11-й Тимур Сивцев и 5-й Константин Ковалев, главный тренер команды Прокопий Федоров. Что касается «Океана», то рулевым этого коллектива является Александр Донцов. Обслуживает данную встречу судейская бригада во главе с Владиславом Филатовым из Иркутска. Ему помогают линейные Никита Зубарев и Тимур Тимофеев, представляющие Республику Саха-Якутия. Для вас у микрофона работаю я, Власий Сергеев. Ну что ж, давайте смотреть игру. Всех мы представили. Что касается турнирного положения, то у нас Арктика продолжает идти на 9-й строке, на предпоследней, да, позиции турнирной таблицы. И если вот говорить, да, о том, что смогут ли якутяне улучшить свое положение в таблице, то это кажется очень тяжелой задачей, так как нужно побеждать в 2 встречах и при этом надеяться на неудачи своих ближайших соперников, идущих впереди. Вот у «Океана» более высокие шансы, чтобы улучшить свое турнирное положение. Команда идет на 8-й строке. И там как бы разница от идущего 7-м «Вулкана» не так велика. Смотрим. Доходит до удара. И какая ошибка! И в штангу мяч попадает. Простили Александр Лазарев. Тут, конечно, начудил, да, в этом эпизоде. И продолжается атака «Океана». Смотрим. На выносе вновь действует Артем Турляков. Сколько он уже сегодня вынес? Выставленной ногой вперед действует Захаров. Очень опасно. Попади, да, вот в ногу соперника, то, конечно, тут и на горчичник можно напроситься. Ну тут, да, Александр Лазарев чуть ли не привез гол в ворота своей команды. Ну тут, да, чудом просто мяч не залетел в ворота хозяев поля. Развивается атака. Смотрим, Угай хорошо выбегал. Ну что, можно пробить. С лету пытался Черкашин пробить, но должным образом, да, мяч не лег на ногу. И в итоге такая срезка. В принципе-то можно было, да, застать врасплох Михаила Кличанова, который сыграл на выходе, да, еще на свою позицию не вернулся. Но веселая игра у нас в начале второго тайма идет. Тут Захаров хорошо отборолся. Сивцев разворачивается. Так, вот тут без помощи соперника упал Сивцев, тут же поднялся и продолжает разглядывать. Итак, Турляков делает передачу налево. Хорошо может получиться. И сейчас опасный момент. И смотрим. Черкашин. Ну, 2 эпизода сразу, да. 2 момента у Вячеслава Черкашина. Можно было вот в предыдущем случае, когда вратарь находился не на своей позиции, он пытался пробить с лета. И сейчас же вот сам перемещался в сторону ударной позиции. И вновь не смог довести дело до удара. Ну, смотрим, угловой идет подавать Никита Угай, капитан команды. Сколько футболистов и Арктики в штрафной? 5 насчитал, и в опорной зоне еще у нас Черкашин находится. Никита Угай подает в центр штрафной, и до удара дело доходит. Странно, что никто даже не выпрыгнул. Сивцев не пробил. Сивцев. Смотрим. Ковалев. Мягкая передача в штрафную. Здорово. Сейчас 2 футболиста сразу Арктики. Пробивал Илья Левашкин. А на положение вне игры было. Положение вне игры. Тимур Тимофеев сигнализировал об этом. Да. Ну, неплохой момент создали подопечные Прокопия Федорова. В принципе, вообще эта игра лично мне нравится, да, вот эпизодически, когда как действует Арктика сегодня. Раскованнее она действует сегодня. Связано ли это с положением
дел в турнирной таблице. Это, я думаю, вопрос риторический. Что у нас тут? Угловой будет, по всей видимости. Да, очередной угловой. Очередной угловой будет подавать команда гостей. Так, из комментаторской позиции я смотрю, Пак идет подавать или... А, нет. Это Роман Семячкин будет подавать. С правой ноги будет закручивать от ворот. Хорошая такая подача. Может быть, не на самой удобной высоте, да, но, в принципе, мне кажется, задумывалась эту передачу, да, подачу выполнить на ближнюю. Пак. А вот и Пак. Пугай на перехвате. Сивцев тут, конечно, не лучшим образом мяч обработал. Ух, как опасно влетал, да, Артем Турляков. Вот уже, кстати, это не первый эпизод, когда Турляков вот очень опасно с выставленной ногой вперед движется в сторону соперника. Как бы не нарваться, да, на какие-то санкции со стороны Владислава Филатова. Черкашин. Алексей Захаров не смог совладать с мячом в этом эпизоде. Я напоминаю, что это 17-й тур юношеской дальневосточной футбольной лиги. Завершается у нас первый сезон состязаний ЕФЛ. Вот именно в этом округе в возрасте до 16 лет футболистов. И команды пытаются, конечно же, максимально как-то приложить все усилия для того, чтобы попытаться улучшить положение дел в турнирной таблице. Обе команды у нас идут во второй группе. Арктика на 9-й позиции. Ну а Океан на 8-й, строчкой выше находится. Не глядя тут. Мяч Семячкин отправлял, стоя спиной к воротам. А сокомандники эту задумку не поняли. Минут, счет 0-0. Захаров здорово сейчас двигался. Никита Угай внешней стороны стопы пытался мяч обработать. Ковалев отправляет мяч высоко-высоко. Высокая свечка вперед. А тут футболисты Океана решили сыграть на перестраховку, да? Посмотрим, что придумает Океан в этой атаке. Нет, Левашкин на месте. Не дал он мячу пройти до адресата. Но вот тут небрежно, казалось бы, да, сыграли якутяне, и мяч все-таки остался у них. Подача в сторону штрафной. Тут один Черкашин, не самый рослый, не самый мощный, да, игрок Арктики. И, конечно, ему будет тяжело что-либо придумать против вот мощных защитников Океана. Очередная попытка. Ковалев, мягкая передача на Угая. Угай на этот раз мог мяч обработать. Хорошую передачу он делает на ход своему товарищу. Тут Ярослав Волошин поддержал, да, атаку своей команды. Ну, до ума дело не довели. Ковалев первый на мяче будет. По хоккейному встречает. И это будет карточка. Желтую. Получает Константин Ковалев. Ну, тут, конечно, да, грубовато сыграл 5-й номер якутян. Мы сейчас видим на повторе. Ух! Да, в лучших традициях НХЛ или КХЛ, да, сыграл Константин. Артуру Шахину тут, конечно, досталось. Плечом врезался в грудную клетку. И желтую карточку он получил абсолютно заслуженно. Разыграли мяч футболисты Океана. Мы помним, что первую половину, да, игры они начали очень спокойно, контролируя мяч. Ну, будто бы в первый раз играли, да, с Арктикой. Будто бы присматриваясь к сопернику. Вот Черкашин на Угая не совсем удачно делал скидку. Ох, тут Черкашин за лицо держится, и остается он на газоне.
Ну тут, по всей видимости, в борьбе за мяч, да? Досталось 12-му номеру. Давайте смотреть. Ух, тут, да, неприятный эпизод тут, конечно. Движение, да, вот затылком было в сторону головы Черкашина. Ну, в футболе, конечно, это бывает, да, не без этого. Это, конечно, неприятно всегда. В любом виде спорта, когда сталкиваются головами или же удар идет в область головы, очень опасно. Захлебнулась атака футболистов из находки в самом начале ее развития. Так, но тут у нас, по всей видимости, Захаров еще получит карточку. Прозвучал свисток. Алексей Захаров беседует с Владиславом Филатовым, но Владислав Филатов ограничился просто вот профилактической беседой. А, нет, все-таки показал, да, вот. Да, Владислав Филатов, да. Сначала провел беседу, потом вроде бы вот, да, оставил как бы игрока без карточки, казалось бы, но потом все-таки он продемонстрировал горчичник. Ну тут, да, конечно, Алексей Захаров в пылу борьбы как-то перестарался немножко. В атаке находится футболист Океана. Предупреждение в команде Арктика Якутск получил номер 22. Ну, воспользоваться хорошо было бы этой ошибкой. Угай играет на Айтала Филиппова. Филиппов оглядывается. И Турляков отправляет мяч вперед. И тут, да, вновь с обработкой дела недолжным образом идут у Никиты Угая. С одной стороны, конечно, неудобно было мяч обрабатывать в этой ситуации. Но ошибаются, в свою очередь, также и гости. Айтал Филиппов будет вводить мяч в игру. На Черкашина. Тот возвращает и вперед на Угая. Хорошо в воздухе отборолся Ярослав Волошин. Но вот Волошин, конечно, это один из немногих игроков Арктики, который комфортно, наверное, себя чувствует при игре на втором этаже. Средний рост, как бы, не самая рослая команда Арктика. Ох, тут как же с Ковалевым здорово тут разбирается. Это Пак, как я вижу. И сейчас, ну что, до удара доведет? Нет, очень юркий молодой человек. И удар. Да, это Пак. Здорово с мячом работает. Очень мобильный, юркий игрок в составе Океана. Вот уже накручивает, да, который раз уже игроков. Очередной свисток. Давид Германович. Не уверен в правильности ударения. Прошу прощения. Но тут, да, Черкашин. Жестко-то жестко. Но грубо ли? Это на усмотрение судьи. И опасное стандартное положение, кстати, в близости, да, вот близко от ворот. Я понял, следующий. Так, и Роман Семячкин будет подавать. Стенка из двух человек выстроена. Так, и смотрим. Семячкин делает передачу низом. А почему нет, да? И набегал туда Негреба. И сейчас не получится якутянам выйти из своей зоны. Пак контролирует мяч. Хорошую передачу между игроков выполнил Пак. И поворотом в итоге пробивал Платон Бежецких. Удар опасно не получился. Тимур Систов тут цепляется за мяч. Против двух игроков в борьбу вступил 11-й номер якутян. И Негреба. Всеми силами, да, 7-й номер тут. Оборолся против двух-трех игроков. Кстати, ну, замена сейчас будет проведена. После этого я озвучу, да, информацию, которую сейчас я получил. На поле готовится выйти Дмитрий Кирненко выходит на поле. Так, что в итоге, разрешат провести замену или нет? Ну,
Владислав Филатов все-таки, кажется, разрешит, да, провести замену. В итоге на поле, как я сказал, выходит Дмитрий Корниенко. Он вышел вместо Давида Германовича. Ну, пока мы тут, да, страсти кипят, вот чувствуется напряжение в воздухе, да. Я тут действительно вижу Прокопия Федорова на трибунах. Это говорит о том, что тренера Арктики также удалили. По другим причинам на трибунах он находиться не может. Видимо, Прокопий Федоров очень яростно, да, оспаривал решение Владислава Филатова, главного арбитра. Команде И «Океан» впоследствии чего произведена замена. рулевой Якутян был Вместо удален. игрока под номером И сейчас 17 трибун Германовича Давида Прокопий Федоров в игру вступил продолжает номер 12 наблюдать за игрой. Ну, Корниенко в Дмитрий. принципе, это поле достаточно близко от трибуны находится. В принципе, указания это тоже можно давать с трибун. Почему нет? Опасный момент сейчас может получиться. Первый на мяче. Александр Лазарев отправляет мяч вперед. Тут Угай борется с Паком. Сивцев на Черкашина делает передачу, но тут очень внимательно, конечно же, действует Кирилл Лошкарев. На своей позиции находился 4-й номер «Океана». И вот сейчас неплохо может получиться. Передача на Черкашина, не самая брежная в исполнении Айтала Филиппова. Артем Турляков в спешке мяч вводит в игру. Видим, что Арктика заряжена, да? Заряжена вышла на второй тайм. Напоминаю, что марсельская рулетка в исполнении Никиты Угая. Зрелищно, но не всегда эффективно. Я напомню, что Арктика играет в меньшинстве. У нас в первом тайме был удален Никита Гамзяков. Впоследствии очень такого неоднозначного, да, эпизода. Может, эпизод был ясным, но просто неоднозначное решение судьи. Ну и вот сейчас во втором тайме еще и без тренера играет Арктика. Но тем не менее мы видим то, что в глазах ребят горит огонь. И по мере возможности футболисты Арктики идут вперед, пытаются что-нибудь допридумать. Но Океан действует спокойненько. С носка вот такая передача. И сейчас Ковалев, я думаю, просто будет провожать. Да, так и есть. Мяч проводил до аута. Отправляется мяч высоко над полем Туймады. Вновь Турляков на выносе играет. Ну, конечно, хотелось бы вот таких действий на авось поменьше. Но, конечно, я не говорю о ситуациях, когда необходимо, да, играть на вынос. Захлебнулась атака гостей. Сейчас Арктика попытается. Черкашин. Но почему не побежал Черкашин? Не попытался даже мяч в поле сохранить. Вводится мяч в игру. Ковалев отправляет мяч. Лазарев, конечно же, отправляет мяч вперед. Сивцев. Захаров. Как-то без особого желания сейчас. Вот Ярослав Волошин, да, боролся за мяч. По-прежнему нули у нас горят на табло. 65-я минута у нас идет. Последняя игра. Последняя домашняя игра. Да, футболистов Арктики. Я думаю, конечно же, будут, да,
сделаны определенные выводы по итогам выступления якутян в ЮФЛ по итогам этого сезона. И будет, конечно же, проведена определенная работа. И к следующему сезону, конечно же, Арктика вернется еще более сильной. Но тут Негреба хорошо отборолся, и мяч все-таки дело довел до удара. Внешней стороной стопы пробивал Владислав. Он сам себе тоже, по сути, все сделал. 7-й номер, капитан команды. Отборолся, выгрыз этот мяч практически и до удара дело довел. Никита Угай хорошую передачу. На ход своему товарищу по команде делает. Это Сивцев у нас на правом фланге. Развернулся, смотрит варианты продолжения атаки. Увы, Никита был в положении вне игры. Замена в составе Арктики. У нас Максим Капралов сейчас выйдет на поле, а заменяет он Вячеслава Черкашина. Ну, не знаю, может ли записать в свой актив Вячеслав Черкашин. Эту встречу, в принципе, был он заметен. Итак, замена проведена. Посмотрим, как Максим Капралов сможет, да, вот, Вместо игрока под номером 12 освежить Черкашина Вячеслава в игру вступил новое номер дыхание. 8 Капралов Максим. какие идеи предложить. Не смотрим, как будут распоряжаться мячом якутяне в этой атаке. Захаров вновь вот, да, говорил о том, что долго он держит мяч. Сейчас тоже так же это было. Никита Угай сейчас будет, конечно же, бороться за игровой снаряд в этом эпизоде. Захаров врывается в штрафную. Пытался он подавать, но Пак против него очень внимательно сыграл и эту подачу заблокировал. Могло получиться очень опасно. Сейчас Океан уже в атаке. Нет же, выцарапал мяч. Волошин. Борьба в центре поля, по итогам которой мяч переходит к гостям. Негреба выполнял передачу. Вновь на газоне капитан команды. Остается он лежать, но продолжает якутяне атаковать. Но до сих пор на газоне Владислав Негреба. Так, и требуется помощь медицинского персонала. Владислав Филатов разрешает врачу, чуть ли не сказал, вступить в игру. Разрешает выйти на поле и оказать необходимую помощь Владиславу Негреба. Надеюсь, что обойдется без каких-либо таких серьезных, да, травм. Но мы видим то, что до сих пор Владислав остается лежать на газоне. Не успел я в динамике заметить, что же там в итоге произошло. Вот на тренерской скамейке, да, вот Арктики мы видим изменения, там не Прокопий Федоров, к сожалению, не могу его назвать, да? Заместителя Прокопия Федорова, потому что из всех известных мне людей не знаком я с этим молодым человеком. Но Прокопий Федоров у нас досматривает игру с трибун. Передает он, конечно же, информацию до команды через своего помощника. Смотрим, что будет дальше. Звучит свисток и показывает, да, подсказывает Тимур Тимофеев Владислава Филатова, что было нарушение правил. 30 минут, счет И 0-0. нужно назначать штрафной в пользу якутян. Продолжает оказывать помощь Владиславу Негреба уже за пределами поля. Но пожелаем здоровья Владиславу. И сейчас мы будем смотреть. После повтора, да, посмотрели, разобрались, в чем же было дело, нарушили правила. И сейчас Артем Турляков. А мы знаем, то, что Турляков может пробить с этой дистанции.
Турляков забивал, да, примерно с такой же дистанции. И смотреть, давайте будем смотреть. Артем Турляков разбегается, есть удар. Створ-то-створ, но по силе, да? Удар получился не самым таким опасным. Михаил Кельчанов спокойно мяч зафиксировал. Левашкин вступил вот в борьбу с Романом Семячкиным. Роман Семячкин тоже такой, не сказать, что прям самый юркий, да, но спокойно очень действует. Так, тут Пак с Никитой Угаем тем временем вступили в перепалку. Но тут первый, да, конечно же, вратарь будет, без вариантов. А Пак с мячом. Хорошо было бы воспользоваться, да, данной ошибкой. Максим Капралов за этот мяч боролся. Так, ну тут Ковалев как-то несогласованно действует с Лазаревым. Ну, Лазарев мог, по сути, давать команду, да, то, что сейчас я буду играть, мяч мой. Но, видимо, этой команды не было, и Ковалев вот решил, да, перестраховаться. Хотя, ну, нам-то, конечно, удобно говорить, да, вот с комментаторской позиции. Но Ковалев-то вот не видел соперника, кто как бежит. Он мог, наверное, просто чувствовать, только чувствовать. И решил от греха подальше вот мяч таким образом выбить. Но тут, конечно, вопросы больше к Лазареву. Потому что вратарь в таких эпизодах, конечно, должен давать команду, так как он все видит. В отличие от защитника, который вот провожает мяч, прикрывая корпусом. Смотрим. Продолжается атака Океана. Лошкарев очень долго с мячом проводился, протащил мяч, и в итоге мяч поднимается вверх на подступах штрафной якутян. И вторым темпом сейчас будут второй волной атаковать гости. Ну, как интересно, да, развернулся Дмитрий Корниенко. Обманул не только соперников, но и самого себя. Вот, не рассчитал, да, он свою скорость по отношению к движению мяча. Вот Лазарев спокойно, конечно, мяч в свои руки берет. И смотрим, Капралов развернулся, делает передачу на Айтала Филиппова. Филиппов играет с Волошиным. Тот, в свою очередь, делает передачу на Турлякова. Турляков, ну, Филиппову хотел сделать пас. Айтал Филиппов вводит мяч. Ну, тут Угай, конечно, никак не может быть первым. Зато Капралов на подборе есть. Голос, Влад, голос здесь. 73-я минута тем временем у нас идет. Меньше 10 минут остается играть. Нули у нас до сих пор, нули. Арктика в меньшинстве. Продолжает оспаривать очки в игре с футболистами из Находки. Ну, Сивцев непонятное сотворил, и сейчас, в принципе, 1 на 1 могли выбегать. Роман Семячкин выходил, отвлекался на эту передачу. Было бы очень обидно впоследствии такого вот небрежного финта, да, получить мяч. Ну что, Угай напрягал соперника в этом эпизоде. Пришлось вот так, не глядя, выбить. Владимир Пак хорошо так мягкую передачу делает на своего товарища по команде. Тут Айтал Филиппов на перехвате. Нужно играть дальше. Угай вступил в борьбу за мяч, но сейчас надо защищаться. И Роман Семячкин, видимо, подустал. Ну и передача, конечно, была не самая удачная. Турляков делает передачу на Капралова. Капралов разворачивается. Никита Угай.
Обратная передача не получилась, и звучит свисток. Ну, и видим то, что Океан спешит, да? Вот быстренько решили разыграть мяч. И сейчас уже в атаке Океан может сейчас опасно получиться. Давайте смотреть. Ну что, дойдет дело до удара? Да, так и есть. Негреба пробивал. Но Ковалев этот удар заблокировал. Ну что, веселая концовка нас с вами ждет. Сейчас, конечно, я думаю, забей, да? И это будет уже заявка, серьезная заявка на победу. Владение мячом у нас практически равное. Мы помним, как все плохо было в первом тайме. 75-25 в пользу гостей. Сейчас же в меньшинстве Арктика выровняла цифры в этом плане. Ну, тут, конечно, это неудачный вынос низом, да еще и по центру штрафной. К счастью, для футболистов Арктики там вот соперников из Океана не оказалось. Передача, как мне показалось, была в офсайд. Продолжается игра. И тут Лазарев выбегает. Ну что, 4 минуты остается играть. Это я говорю про основное время. Да, это, конечно, нарушение правил. Я не прав в этом эпизоде. Дмитрий Корниенко, который у нас вышел во втором тайме на свежих ногах. Хулиганит, да? Нарушает правила. Ковалев делает мягкую передачу на Капралова. В итоге мяч оказывается у Никиты Угая. И Никита решается пробить с приличной такой дистанции. Михаил Кильчанов без труда мяч фиксирует. Вот видим, развернулся в сторону и с подъема-то пытался пробить капитан якутян. Ну, по сути, да. Вот, кто забьет, тот и выиграет, по всей видимости. Игра до первого гола у нас идет. Капралов есть в центре. Нужно подавать. Ну, совсем, да. Крайне неудачная подача в исполнении Никиты Угая. Там очень хорошо позицию занимал Капралов в центре штрафной. Дойди передачи, то Капралову, по сути, никто и не мешал пробивать поворотом. Корниенко. Здорово развернулся, отыгрывает назад Корниенко. Неудачная передача, и сейчас Турляков идет вперед. Две с половиной минуты остается играть. И мы можем слышать, как Прокопий Федоров с трибун, да, призывает своих ребят вернуться, прижаться к своему, к своим воротам. А вот сейчас уже надо идти вперед. Турляков. Турляков. Смотрим. Захаров отправлял Сивцева на такой забег, но передача не самая удачная, не самая точная. Показалось, что мяч покинул поле. Нет, продолжается атака. Так, смотрим. Вот сейчас вот хорошая возможность появляется у футболистов Океана. Вернулся Ковалев и, казалось бы, остановил атаку, но Негреба бьет. Ну, как же так вот проспали, да, вот опасный момент футболиста Арктики. Так, Илья Левашкин вводит мяч в игру. Борьба в воздухе. Никита Угай. Вот сейчас 3 в 4 можно атаковать. Заброс на Сивцева. Выбегает тем временем вратарь. И что это? Это гол, дорогие друзья! Гол! 79-я минута. Арктика забивает. И это похоже на победу. И как празднуют ребята. Ну как здорово все было разыграно, да? 3 в 4 вышли. И Сивцев, конечно, все сделал правильно. Могут, конечно, возникнуть вопросы к Михаилу Кильчанову, который вот начал выбегать, да, и замешкался, и остановился в итоге. Мы знаем то, что есть правило. Решил выбегать, то выбегать до конца. Но тут Кильчанов замешкался, остановился, и Сивцев этой возможностью воспользовался. Итак, голевая передача Никиты Угая, и
гол Мяч. Тимура Ворота Сивцева. команды Сколько? 2 «Океан». минуты добавляет Забил Владислав Владимир Филатов. И сейчас, 11-й. ну смотрим, тут, конечно, сразу могли ответить, да? Команда «Арктика», город Якутск. Счет Но Негреба 1-0 простил. в пользу команды «Арктика». И, конечно, сейчас Арктика будет играть низким блоком. Спокойно, спокойно должны. К основному времени Обязаны матча сыграть добавлено футболисты 2 «Арктики». минуты. Все, основное время завершилось. И нам показывают, демонстрирует статистику капитана «Океана». Один Негреба 6 ударов нанес. Ну и сейчас, конечно, «Океан» пойдет вперед. И футболистам «Арктики» надо терпеть. Напоминаю, что якутяне играют в меньшинстве. Еще в первом тайме у нас было такое неоднозначное удаление Никиты Гамзякова. Нарушение правил. Нет, так, у нас тут стычка. Стычка в центре поля. Это Никита Угай с Романом Семячкиным тут пободались, успели пободаться даже. Я вот успел заметить с комментаторской позиции. Но это повтор взятия ворот. Единственного взятия ворот. Хотелось бы верить, что пока что, да? Ну, в смысле, что это единственное взятие ворот будет в этой встрече. Все было разыграно просто замечательно. Ну, в принципе, дотянулся Кельчанов до мяча, но не смог он отвести угрозу от своих ворот в этом эпизоде. Капролов все правильно делает. Проводил мяч до аута и выиграл для своей команды, ну, сколько секунд? Порядка 10 секунд. Ну что, Никита Угай вырывается в штрафную. Так, угловой зарабатывает Никита. Из двух добавленных минут полторы уже отыграли команды. И Никита Угай готовится идти подавать. Никита Угай, автор результативной передачи. Ну и тут с Капроловым они будут держать мяч. Никита Угай помогает Капролову, да, вот мяч держать. Аут в пользу якутян. Ну, да, время играет в пользу Арктики. Все мы прекрасно понимаем. И, ну что, завершилось и добавленное время. Посмотрим, как будут действовать якутяне на последних секундах. Левашкин удар! Ну, неплохо было бы удвоить преимущество. Звучит финальный свисток, дорогие друзья. Ну, как вам такая драма? В меньшинстве футболисты Арктики в последней домашней игре. В меньшинстве смогли переломить ход встречи и все-таки вырвать победу. Единственным точным ударом у нас отличился Тимур Сивцев. Но я призываю вас оставаться с нами. Нас еще ждет интервью с участниками данной встречи. Оставайтесь с нами. Арктика и город Якутск. Следующая встреча 18-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги среди юношей 2006 года рождения состоится 2 октября 2021 года в городе Хабаровске. Встретятся команды СКА, город Хабаровск, Арктика, город Якутск.
были недовольны с решением судей, но мы не сдавались. Мы мы захотели победить за нашего тренера, за то, что его удалили, за нашего игрока, которого тоже удалили. И, в общем, спасибо. Ну вот, с определенной игровой агрессией, да, все-таки выцарапали эту победу. Ну и что ж, остается последняя игра в сезоне. И каков настрой перед стартом этой встречи? Огненный. Да, огненный. Ну что ж, желаем удачи в последующих играх. Спасибо. Спасибо. Друзья, сейчас у нас есть возможность пообщаться с начальником футбольного клуба «Арктика» Владиславом Беляевым. Итак, Владислав, вас также поздравляем с третьей победой в текущем сезоне. Как оцените выступление своих подопечных в этой игре? В этой игре очень хорошо. Ребята все задачи выполнили. И нормально все. Вот конец сезона, как ребята себя чувствуют, насколько забились ноги вообще эмоционально, смогли, да, все-таки не выгорели, смогли добиться победы. Каков настрой вообще, атмосфера внутри команды? Да, настрой только последнюю игру играли вообще очень хорошо. Владислав, как можете прокомментировать эпизод с удалением Гамзякова в первом тайме? Ну там, получается, должны сейчас посмотреть. И как инспектор и КДК рассмотрит, и, наверное, лучшую сторону. Также удаление Прокопия Федорова осталось вне кадра, да, с чем связано это решение? Да, этот эпизод что-то не рассмотрел, будем разбираться. Ну и впереди остается последняя игра сезона. Что можете сказать о сопернике и как вообще команда будет готовиться? Будем готовиться, конечно, на победу. И будем, как сказать, нормально. Будем готовиться только на победу. Ну Да. что ж, Владислав, желаем удачи в последней игре. Да. Успехов. Друзья, рядом с нами страж ворот команды гостей Олег Плотников. Итак, Олег, что можешь сказать о прошедшей игре? Что можешь сказать насчет тактики и вообще выступления своей команды? Могли забивать больше, у нас было очень моментов, реализация 0. Хорошо мы
принципе, не более бывает. То есть вот примерно вот вратарь, твоя команда играет в большинстве, что почему реализация не получилось, ребят? Хватило физического выносливости, морально, и пытался его заменять. Валился, считаю, и например, у нас не забивал. Вторая встреча текущего сезона, в первой очередь, держала вас, вот, Мы не дотянули, мы думали, что когда у нас получилось. а сейчас лучше тренерное положение, вот, и хотел бы, да, вдруг у нас Будет